taktikalised pensionärid. Пенсионеры. Ну, отлично, тактические пенсионеры. Мне нравится. Попробуй. Ход длиннее, чем у Хеклера. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня наша очередная встреча. Разрешите представить, кто не знает, моего друга Андрея. Сегодня мы поговорим на сравнительную тему двух видов пистолетов. Мы попробуем определить, какой из них лучше. Just, tere kõigile, kes ei tea, minu sõber Igor. Ja täna räägime siis kahest relvast, Glockist ja Heckler Kochist, tähendab püstolitest. Võrdleme neid, proovime võrrelda, et kuidas need kaks пластмассовые раамидega relvad on. Полиуретановые, да? Полиуретановые. Главной темой нашего канала является оружейная культура, и когда люди об этом говорят, спорят, в споре рождается истина. Значит, первая модель у нас будет обсуждаться, это будет пистолет Heckler Koch. И вторая модель будет у нас обсуждаться, это будет модель пистолета Glock. Не направляй на меня оружие. Эти вещи, которые держим мы в руках, это тренировочные вещи, они называются либо Blue Gun, либо Red Gun. Используются для тренировки силовыми структурами и людьми, которые занимаются различного рода единоборствами. Heckler Koch и Glock. Igor ütles, et siin on treeningrelvad on Heckleri koopia ja Glocki koopia. Ja siis neid kasutatakse, on Red Gun ja Blue Gun ja kasutatakse siis treeninguteks. Ja kaal on sama. Да, абсолютно. Для чего мы показываем вот эти вот так называемые игрушки? Цвет для того, чтобы во время вашей тренировки люди не могли испугаться, не могли позвонить в полицию, вызвать полицию, сказать, что кто-то играется с оружием на улице. Но в то же время она сделана абсолютной копией, с абсолютным весом. Вы можете тренироваться, падать в море, прыгать с парашютом, не боясь потерять его во время прыжка или не утопить его в море. Помнишь, как я прыгал на показуху своим МП-5, а ты боялся? Да. Я боялся, что я не раскроюсь, а ты боялся, что я потеряю твой МП-5. Так, это мы откладываем для наших дальнейших тренировок. И тогда достаем и показываем то, что на сегодняшний день является целью нашей встречи. Relvakontroll номер 1. Safety first. Safety first. И сейчас я держу в руках немецкий пистолет так называемого ударникового типа. И его название SFP-9. У него еще второе название VP-9, американское название. Но для Европы он проходит по модели как SFP-9. И у нас есть... Clear. Я потом. Glock 19X. Ja 19X ongi toodud niimoodi, et on tehtud, mis oli siis Heckleri ja Sig Saueri ja Glocki 3 kompanii USA armee püstoli selles konkurentsis. Ja nagu näete, et siis Glock 19X on tehtud Glock 17 raamile, aga kelk on tehtud Glock 19, et ta on lühikene. Glock модель уже очень старая. Ну, не старая, но очень заслуженная. То есть она такая проверенная. Модель, которая используется в вооруженных силах и в полицейских подразделениях. Она используется в практической стрельбе. Она используется для самообороны. Имеет массу модификаций и уже очень много тюнинга. Люди любят этот пистолет. Абсолютно заслуженно. Хотя в 90-х годах, когда появились первые модели, одна из городских легенд гласила, что ручку Глока прокусил бультерьер. Все хотели железное оружие, мощное, красивое. Но оказалось, что будущее за пистолетами с полиуретановыми рамами. То есть пистолет, во-первых, становится
я, насколько понимаю, дешевле в производстве, удобней в эксплуатации, на мой взгляд, красивее. Siin on mindud et on odavam, ilusam, aga ka väheke kergem ja on mugavam, et siis saab panna ka teha ergonoomilisi käepidemeid lisapaneelide juurde panemisel. Что касается эргономики, в этом смысле пистолет Heckler Koch немножко ушел дальше. Вообще, если покопаться в исторических справочниках, то можно узнать, что первые полимерные рамы были как раз у Heckler Koch. Но поскольку Германия страна довольно консервативная, они не пошли по этому пути. И по этому пути пошел господин Гастон Глок, который сделал совершенно замечательный пистолет. Пистолет Heckler, вот конкретный SFP-9 пистолет, имеет возможность рукоятку подобрать по собственной руке. Сейчас я покажу вам набор. Это стандартный набор. И в комплекте у него есть вот такие замечательные накладки. То есть потолще, поуже. Это были задние накладки. И вот есть еще и боковые такие, так называемые вот эти щечки, которые вы самостоятельно можете поставить просто в течение получаса, аккуратно, ничего не разбирая сильно, а только вытащив один пин, который размером 2,8 мм. Вы его выдавите, он находится вот здесь в рукоятке, снимете, установите рукоятку, попробуйте хват, другую, еще какую-то комбинацию наберете. И какая вас больше всего устроит, такую комбинацию вы потом вот этим самым пином и зафиксируете. То есть у вас будет рукоятка подобрана под ваш хват, какой вам удобнее. Nii, ja sama asi on sellel Glockil 19-l on samasugused need käepideme lisad, et oma käe järgi saad panna ja ühe pinniga saad siit välja lüüa ja siis määrata oma käe järgi, kuidas ergonoomika järgi, et kuidas sul parem on, et kas sul on vaja suuremat käepidemet või õhemat. Yeah. Но это же тюнинговые рукоятки. Они в комплекте не идут или идут? Идут в комплекте. Да, идут в комплекте. Прекрасное применение этого пистолета можно сделать еще более прекрасным, применяя насадки, накладки. Что мы можем сказать по внешнему виду? Внешний вид у них, как у всех пистолетов, абсолютно одинаковый. Единственное, что в данном конкретном случае этой модели, здесь пистолет адаптирован под и правшу, и левшу. То есть здесь есть затворная задержка. Вы можете пользоваться как правой рукой, так и левой рукой. То же самое здесь происходит с рычагом. Здесь не кнопка, здесь такие два рычага для сброса магазина. То же самое вы можете пользоваться правой рукой, левой рукой. То есть ничего не нужно переставлять. Честно скажу, я всегда очень любил Glock. Он мне нравился, потому что он эргономичен, он хорошо работает, он безотказен. Nagu Igor ütles ka, et sellel Glock 19-l, et oli armee versioonil on just see, et kelgu tagasi laskmine on nii mõlemalt poolt, on nii vasakult poolt kui ka paremalt poolt. Aga salve released button on ainult ühelt poolt. Salve nupu. Jah. Ja mis siis veel Igoril ka, et mõlemal relval tulevad customized sihikud, siis Trinitron, прицельник. Тритиум. В комплекте у FP9 тритиумные насадки на мушки, на целике, они уже существуют в комплекте. Есть уже тоже в базовой комплектации два выступа очень удобных, которые, в принципе, если кому-то не надо, их можно тоже снять. Не знаю, по-моему, нет смысла их трогать, они не мешают. Замечательно, в общем-то, придумка. Короче, руки потеют, и все работает, правильно? У Glockil ei ole, Glockil on ikka standardne, lihtsalt on raamis sees, sisse on freesitud standardsed, lihtsalt triibud sisse. Kuigi lisana saab panna siia taha raamile siis samamoodi selle
tagasitõmbe, ütleme selle kahepoolse või ühepoolse raami, mida ka kasutatakse ka IPS-is. Practical shooting us, jah. Ну, как мы знаем, tactical shooting, он вообще позволяет сделать из пистолета совершенно замечательную такую кастомную модель, которую, в принципе, сразу можно и не понять, что это за модель. Нужно присмотреться очень спокойно, не влезая со своими комментариями. Это все тоже имеет право на жизнь, потому что наша передача посвящена оружейной культуре. Культура бывает разная. Если хочешь стрелять с этих оружия, идет под класс production. Вот как ты берешь это с ящика и идешь сразу соревноваться. Ты имеешь в виду практическую стрельбу? Да. То есть то, что из ящика достали, все мы пошли. Разбирается Хеклер Кох очень просто. Он разбирается как любой ударниковый пистолет и неударниковый пистолет, у которого существует рычаг. Он находится на раме, вот здесь. И для того, чтобы разобрать пистолет, нужно просто перевести затвор в заднее положение, переключить пальцем рычаг вниз, послать вперед затвор и снять затворную группу со стволом с полимерной рамы, которая на самом деле вообще ничего не весит. Plokil on kahel pool lihtsalt on slaid väheke tahapoole ja siis lükatakse ette kõik. Ja polümeerne raam täpselt samamoodi. Nii et, одинаково? Одинаково. Они даже весят почти одинаково. Ну, понятно, какие-то граммы там.